Наступил этот тревожный день суда. День, который лишний раз доказал, что суд и кара в этой жизни лишь те, что не спосылаются свыше. Приговоры гласили: все закончилось согласно договоренности. 17 лет каторги. По воле Аллаха доброта и справедливость победили смерть. На встречу с заключенным, которого она спасла от смерти, адвокат Наталья Завадская пришла нарядная. Безусловно, этот день был самым ярким и значимым в ее жизни, когда она смогла спасти от гибели настоящего мужчину, пусть и того, кто стоял по ту сторону баррикад в борьбе с ее страной, пусть и того, кто в одиночку мстил ее империи. Но ведь у мужества нет национальности, так же, как и у справедливости, которое было полно сердце девушки. Изумленные ее красотой, все оборачивались вслед за Натальей, когда она шла по этим черным узким коридорам уфимской тюрьмы. В этих холодных казематах, наполненных жестокостью и людской болью, она была словно неожиданно возникший среди пустыни родник. Не дожидаясь Анара, она зашла на территорию тюрьмы, сказав конвою, чтобы запустили ее толмача. Наталья поздоровалась с Куте, а тот в ответ молча кивнул головой. Надзиратели отошли в сторону, оставляя Наталью наедине с заключенным. Внутри нее горело столько слов, которые она хотела сказать этому герою, чью жизнь по воле Божией она смогла сохранить. Зная, что Кута ее не поймет, Наталья смело шла на этот разговор, в котором ей так хотелось излить свою душу этому человеку, который на собственном примере показал ей, каким бывает образ настоящего мужчины. Кута, есть ли такие люди еще на свете, как вы? Вы настоящий герой своего народа, а наша борьба за вас, которую мы вели в этих стенах, между прочим, не уступала той, которую ведете вы. Я хочу сказать вам одно. Если бы у меня не хватило сил защитить вас, свою жизнь я бы считала никчемной. Спасибо вам за то, что позволили соприкоснуться со своей силой, со своей глубокой верой во Всевышнего и умением никогда, ни при каких условиях не отчаиваться. Мне очень жаль, что вы не владеете русским языком. Как о многом бы я у вас спросила, о многом бы поговорила. Лучше бы вы выучили русский язык, чем арабский, засмеялась Наталья. Но ее смех неожиданно прервался, когда Кута, улыбнувшись, заговорил на чистом русском языке. Так было угодно Всевышнему, что именно вы станете причиной моего спасения от смерти. В этой жизни уже не осталось ничего, что могло бы меня удивить. Но мужество, живущее в вашем хрупком женском теле, меня не оставило равнодушным. Я не знаю, каким было то оружие, которым вы воспользовались в своей борьбе, но вы сумели дойти до поставленной цели. С глубокой благодарностью в глазах смотрел Кута на девушку. Теперь он убрал завесу со своих глаз и открыл ей свое испытанное временем, но все еще не потерявшее веру в людей сердце. «Кута, вы знаете русский язык, или у меня от напряженного состояния путается сознание?» – спросила Наталья, которая действительно была изумлена услышанным. Но чеченский обрек тепло ей улыбался. «Как же о многом я хотела у вас узнать, как же сильно я хочу вам помочь!» Ноги еле держали Наталью от волнения, и она опустилась на стул. «Я много раз слышал, как вы говорили, что вы хотите много о чем у меня спросить. Я слушаю, тем более, что теперь мы с вами не нуждаемся в услугах толмача», – пошутил обрек. Наталья после небольшой паузы заговорила. «Я всегда хотела узнать секрет мужества вашего народа. Как я и говорила ранее, я много читала о вашем народе, когда училась в Петербурге. Люди, которые были против имперских амбиций, всегда восхищались чеченцами. У вас очень своеобразный характер. Вам не страшно бороться с судьбой, и у вас порой даже получается ее побеждать. С чем связан этот секрет? Где она, граница вашей силы и духа? Где граница лично вашей собственной силы, которая не впустила в ваше сердце отчаяние, даже когда вы стояли в 2 шагах от смерти?» Наталья замолчала. Слова закончились, хоть мысли стискивали ее голову. «Уважаемая Наталья, если вы хорошо задумаетесь, то поймете,
что на самом деле не наш народ своеобразен. Своеобразен как раз характер русского народа, лишенного человечности, а мы с ним оспариваем лишь свое право жить на этой земле как люди. Когда они нас пытаются заставить жить как рабов, мы хотим жить как люди. Чеченец никогда не будет посягать на чужое имущество и кровь, на чужое счастье, на чужую любовь. Нам не нужно ничего чужого, но и своего отдавать мы не хотим. Первый признак отсутствия в России человечности можно найти в этих же тюрьмах. И далеко ходить не надо. Надзиратели российских тюрем, словно разъяренные звери, относятся к заключенным, которые в их понятии не являются людьми. При таком отношении людей ни один узник не захочет раскаяться в содеянном и стать на путь истины, потому что самой истины в этой стране нет, а есть лишь один путь, который ведет к беспрекословному подчинению к властям. А заслуживает ли власть подобной верности? Разве не грешно быть верным тому, кто не хранит верность Богу? Здесь, в стенах этой тюрьмы, я видел множество мертвых душ, о которых писал ваш классик Гоголь в своем произведении. Когда я пытался понять философию русского народа, я всегда вспоминал это бессмертное произведение с глубочайшим смыслом – поэму «Мертвые души». Именно в этом произведении собрал писатель все недостатки, все моральные изъяны России, против которых борется ее душа, желающая жить. Тот, кто хочет быть угоден имперской политике, хочет быть ей верен, имея внутри душу, должен быть мертвым. Я только сейчас до конца понял, что классик имел в виду именно это. Как же много на сегодняшний день хитрых Чичиковых, жадных Плюшкиных, самолюбивых Ноздревых. Тому, кто хочет всерьез поразмыслить, это произведение на многие вещи откроет глаза. Наталью поразила речь Абрека, человека, которого ей представляли как дикаря, от которого нужно как можно скорее избавиться. Она чувствовала себя словно в старой чеченской сказке, где смелый герой бесстрашно воюет за свободу своего народа. Она не переставала удивляться не только такому чистому знанию чеченцам русского языка, но и его умению настолько умело и тонко анализировать творчество ярчайших русских классиков. Но Акута, вглядываясь в серые стены камеры, продолжал свою правдивую исповедь. Говорить, в чем наш секрет? Он вопросительно посмотрел в глаза Натальи. Секрет нашей непокорности тоже можно найти на страницах поэмы Гоголя. Наши души не хотят при жизни быть мертвыми. Лишь тот, кто мертв, будучи живым, отдаст земли своих отцов врагам. Лишь тот, кто мертв, будучи живым, простит им кровь своего народа. Лишь тот, кто мертв, будучи живым, будет верным больше, чем Богу, простому смертному. «Поэтому вы не приняли предложение султана?» – спросила Наталья. «Да, именно поэтому. Не принял и не приму никогда. Пока Аллах не заберет мою душу в праведный мир, я обязан отомстить за безвинно пролитую кровь моего отца, его жены и 5 детей. И если я прощу их кровь своим врагам, тогда и я буду мертвым, будучи живым. Я никогда не смогу понять и принять философию Султанова. Какой ценой он заслужил авторитет и уважение государя, у которого он предложил мне попросить помилования? Он научил татар и башкиров терпимости и верности империи, позволил своим женщинам заключать браки с иноверцами. Такой ценой завоеванные мир и согласие никогда не были нужны ни мне, ни моему народу. Потому что когда бывает выбор, а он, к вашему сведению, всегда в этой жизни бывает, мы между жизнью и честью никогда не выберем жизнь. Вот в чем наш секрет. Я не говорю, что я выйду из этой борьбы победителем. Мой отец тоже не дошел до своей цели, неизвестно, дойду ли и я. Возможно, и мои 2 сына, если не сегодня, то завтра выйдут на этот путь. И я не знаю, сколько еще эпох справят свои кровавые балы на моей земле, но мы никогда не будем мертвы, будучи живыми. Потому и борьба наша длится, наверное, со дня сотворения этой земли и закончится лишь вместе с его существованием. Ни у меня, ни у моего народа никогда не было цели победить Россию или победить какой-либо другой народ. Но, например, если мы будем согласны в мире и согласии жить с Россией,
то какие блага мы получим от этого государства? Каковы духовно-нравственные требования этой страны, которые мы должны соблюдать? Еще и 40 лет нет, как Россия освободилась от крепостного ига. Когда русский народ делился на рабов и господ, мой народ был равным, как друг перед другом, так и перед Богом. И ни один народ на этой земле не захочет жить под пятой лишенного человеческих принципов государства. Империи не только мы мешаем. Империи всегда мешала интеллигенция, обладающая свободомыслием. Яркое тому свидетельство такие русские классики, как Пушкин, Лермонтов, Достоевский, чьи жизни так и оборвались, не найдя душевного приюта в собственной стране. Задумайтесь, Наталья, декабристы, которые хотели искоренить из национального самосознания рабское мышление, были объявлены врагами, и как они завершили свою жизнь, мы знаем. Но меня всегда удивляло одно. Они, которые родили за свободу духа и тела своих крепостных крестьян, оказавшись в наказании, сосланными на Кавказ, возымели желание покорить горцев, которых Бог создал свободными. И ко всему прочему они писали письма государю, сославшему их советами, как покорить Кавказ. Вот она, вся суть русской бесчеловечной философии. Ну а Кавказ всегда был свободным духом, телом, мыслью, миропониманием. Мы умеем чтить даже врага, если он обладает мужеством. Потому ведь во времена шейха Мансура чеченцы не взяли в плен раненого молодого героя Багратиона. Мы настоящих мужчин, рыцарей духа и храбрости не продаем и не покупаем, сказали горцы, которых вы всегда считаете дикими. Когда декабристы появились на Кавказе, то у горцев, которых они считали дикими варварами, уже были свои школы и медресе, в которых обучали арабскому языку, на котором говорят несколько миллионов людей на земле, тогда как русское крестьянство было самым нищим и необразованным во всем мире. Когда я заговорила о декабристах, я вспомнила Бестужева-Марлинского. Когда он служил в Кавказском корпусе и имел цель покорения Кавказа, горцы называли его своим кунаком. И кроме того, когда его убили, долгие годы даже ухаживали за его могилой. Кута закончил говорить, и теперь он смотрел на Наталью, словно спрашивая у нее: «Вот и нужна ли нам ваша культура?» Наталья промолчала, а Брек вновь продолжил говорить. «Наталья, вы ведь глубокого ума девушка. Кроме того, получили высшее образование и знаете толк в истории и литературе. Так вот, скажите мне, кто когда-то вообще из русской интеллигенции одобрял имперскую политику России? Прочитав стихотворение Добролюбова «Газетная Россия», можно понять, что Россия всегда была врагом, не только для чужих, но и своих людей. Как ярко и точно описал он образ сегодняшней России. А как же Щедрин? Известный писатель-сатирик Салтыков-Щедрин так и ушел из жизни, жаждущим увидеть изменения в своей стране. И если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют, сказал писатель. Понимаете, Наталья, все они, кто обсуждал и критиковал власть, любил свою родину. Они выражались именно так, потому что болели душой за свой народ, любили свою землю и хотели видеть ее светлое будущее. Таковы и наши принципы. Мы никогда не ставили перед собой цели стать лютыми врагами России, а напротив, мы могли бы стать верными друзьями, которые никогда бы не предали ее интересы. И если бы Россия, не ломая наше достоинство, смогла бы извлечь от нас пользу. Наталье казалось, что перед ней сидит не заключенный в кандалах, который несколько часов назад мог бы оказаться на виселице, а настоящий правитель, чье величие нагоняло одновременно и страх, и вводило в изумление. Больше не осталось у девушки вопросов к Абреку, потому что она сделала для себя уже окончательный вывод. Чеченцы никогда не покорятся, а Россия никогда не увидит падения Кавказа, как бы для этого ни старались такие, как Осиповский. «Вы уже победитель, Кута», — сказала Наталья, а потом, после небольшой паузы, спросила: «Скажите, а как получилось, что у вас возникли такие близкие отношения с грузинами? Грузины ведь христиане, а ваш народ исповедует ислам». Кута улыбнулся, вспомнив все дороги, которые он прошел с грузинскими князьями, вспомнив ту благородную руку, поданную им грузинами,
казалось бы, самый тяжелый миг отчаяния и боли, вспомнив то тепло, которым его одаривали в грузинских селениях. Грузины близки не только для меня одного, а для всех чеченцев. С далеких исторических глубин тянется родство нашего народа. Так получилось, что мы исповедуем не одну веру, но еще со времен Ноя наши нации выросли из одного корня и разрослись на древней земле Кавказа. Народное предание гласит, что грузины и чеченцы – потомки пророка Ноя, мир ему. Чеченцы много раз помогали грузинам отбивать вражью рать. Матерью известного во всем мире грузинского царя Парнаваза была чеченка. Чеченцы никогда не были чужими для грузин, ровно как и наоборот. И этому есть множество свидетельств. Прадед моей матери, величайший мыслитель и военный деятель Ташухаджи Саисановский, которого в нашем народе называли Вохаджи, великий хаджи, завещал чеченцам никогда не обрывать родство с грузинами, потому что в жизни чеченцев настанет такой момент, когда им понадобится помощь грузин. Кроме того, я слышала от своего близкого друга, богослова Юсупа Хаджи, что в жизни чеченцев произойдут величайшие изменения именно тогда, когда будет пробита из Чечни дорога в Грузию. А что касается лично моих отношений, то у меня много верных братьев среди грузин, которые не раз, рискуя собственной жизнью и покоем, вставали на мою защиту. Я знаю, что в Хевсурете, Тушете и Негаите есть мой очаг, в котором никогда не погаснет огонь верности моих друзей. Поэтому, когда я узнал, что Георгий грузин, мою душу укутало такое невообразимое тепло, и это оказалось не зря. В этих холодных застенках я нашел в нем братское тепло, которое снова и снова заставляло меня верить в людскую человечность. И я вновь убеждался, что человеком и настоящим мужчиной можно остаться несмотря ни на что, где бы ты ни работал и какой бы власти ни служил, сказал Кута, снова вводя в ступор Наталью своей глубокой жизненной мудростью и умом. Но стоявший у дверей камеры Георгий, который незаметно подошел и слышал весь этот разговор, был поражен речью чеченца. Память проснулась внутри него и унесла его в годы далекого детства, когда он засыпал под древние сказки и песнопения престарелого деда, в которых всегда пересекались судьбы чеченских и грузинских героев. Теперь понял Георгий, каким духовно близким был для него этот герой Кавказа, закованный в кандалы и брошенный на погибель в одной из жесточайших тюрем Поволжья. Кута, я в конце лета поеду на Кавказ, в Пятигорск. Если ты хочешь, я могу заехать к твоим родственникам и сообщить, что ты жив, обратилась Наталья к Абреку. В чеченском селе Доут-Мартан живет моя семья, мать, жена и 3 детей. Они привыкли, что я дома бываю крайне редко, поэтому наверняка не думают о чем-то плохом. Вам нельзя туда, это очень далекая и опасная дорога. До конца своих дней я никогда не забуду то благо, которое вы совершили для меня, и буду перед вами в вечном долгу. Вы одержали победу в той неравной борьбе, которую начали за меня. Это и есть самое главное. Сколько бы лет каторги мне не огласили, мне не важно, потому что человек, покуда он жив, в состоянии бороться за свою жизнь, за свободу, за покой своей семьи и народа. А сколько жить на земле решает только Аллах. На этой чужбине Кута впервые так душевно говорил с кем-то. Он верил этой красивой и безгранично смелой девушке, поэтому и раскрыл он впервые в жизни именно для нее свое тайное оружие – знание русского языка. Разговорившись, Наталья и Кута даже не заметили, как к ним подошел Анар. Но ошарашенный этой картиной азербайджанец быстро отошел, пока они его не заметили, чтобы вдоволь наслушаться этой беседой рядом с Георгием. Они слушали их за дверью. Выходя из камеры, Наталья, пристально посмотрев в глаза Георгию, с которым она столкнулась, сказала: «Я никому в своей жизни никогда не завидовала. Но сегодня я завидую матери, родившей этого героя. Завидую женщине, ставшей матерью детей этого героя. Я завидую всем чеченским женщинам, рождающим на свет таких мужчин».